Привет, друзья! С вами я, Людмила. Сегодня чудесный день. Среди городской суеты можно услышать пение птиц. 22 февраля, плюс 16 градусов, и мы в Бишкеке. Сегодня я хочу показать вам одно уникальное место. Поверьте, оно того стоит. Пойдем посмотрим. В пути мне встретилось величественное и красивое здание Бишкекского государственного университета имени академика Гусейна Карасаева, возведенное в 1979 году. Примечательно, что здесь обучается примерно 9000 студентов. Мы почти на месте. Когда-нибудь видели самолет, да еще и не один, в городских стенах? Это авиапарк Кыргызского авиационного института. Ой, закрыто. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а на экскурсию можно попасть к вам? Со сторожем, да, поговорить надо? Пропустите, да? Нет. Спасибо большое. Я была здесь у вас в прошлом году осенью, и мне любезно провели экскурсию. Ну, там коридор сидит. Хорошо, хорошо. Правильно ли я понимаю, Александр, что это как раз тот самый Boeing 737, который совершил аварийную посадку в городе Ош в 2015 году, 22 ноября в 2015 году? Ну да. В южной столице Кыргызстана, городе Ош, совершил аварийную посадку 737-й Боинг авиакомпании «Авиатрафик». На борту находилось 148 пассажиров и 5 членов экипажа, следовавших из Красноярска. По предварительным данным, из-за плохой видимости лайнер то ли промахнулся мимо посадочной полосы, то ли выехал за ее пределы. Как минимум 7 человек пострадало. При аварийной посадке самолет получил значительные повреждения шасси, также у него оторвано левое крыло, нанесен ущерб взлетно-посадочной полосе аэропорта. Мы его, как его там разрезали, сюда подтащили. Ну вот как раз посередине его резали, Да, и частями его везли сюда. И это все благодаря усилиям Авиатрафик Компани и Министерства транспорта Кыргызской республики. Это, получается, те самые оба двигателя, которые у него отвалились при посадке, и он 529 метров проехал за пределами взлетно-посадочной полосы. Я читала отчет. Международного авиационного комитета, и самолет совершил такую посадку в очень рано утром, да, по-моему, в 7 часов 47 минут. 7:43 утра. Так они приземлялись там, да, и произошла катастрофа. Был сильный туман, и у него еще и гидравлика отказала на высоте 3000 метров. Да, было так. А можете показать, что там внутри от него осталось, что сохранилось? Это передняя стойка шасси, правильно? Вот это? Да, это передняя, это...
Даже туалет сохранился. Да. Туалет есть. Такой запах, как будто только вчера еще самолет летал. Ну да. Запах, конечно. 25 сентября 90 года его выпустила компания Boeing. То есть на момент аварии самолету было 25 лет. Но мог бы еще полетать. Ну да. Молодцы, сделали даже пол, чтобы удобно было ходить. Сварили его, получается. Кресла почти все на месте. Только в серединке не хватает туалет. Темно. Сейчас я попробую фонарем посветить. Мы сейчас в хвосте. Как в аэропорту сидишь в самолете и готовишься к взлету, или уже борт совершил посадку. Столики выдвигаются. Даже багажное отделение работает. Вот эти маски, они были вытащены уже здесь. То есть это просто как учебный процесс. Это просто ставили, а потом А вот эта дверь открывается или нет? открывается. Открывается? Никогда в жизни не открывала дверь самолета. А можно попробовать? Давай. Вот сюда вот. Угу. В эту сторону. Ну, короче. Ух ты. Это же сил не хватает. Такая. Вот. Ой, как здорово. Видим, да? Мгм. Ну, короче, она туда это самое такое. И потом... Можно проветривать, получается. Да. Всё, спасибо большое. Ну, теперь самое интересное. Пойдемте смотреть кабину пилотов. Когда этот самолет только привезли сюда, вот этого не было. Это сделали... Это здесь, где поставили. Короче, оно было вот как слева. Заклеено Как скотчем каким-то, да? справа, вот там вот есть форточка, вот видите, да? А, вы имеете в виду, так же разбито было все? Да нет, оно было целое, просто это самое такое. Ну, когда он это самое такое сел, Угу. тут, короче, это самое такое, вот там окно стояло, короче, здесь окно стояло. Ну, короче, вот так разбито не было. Это здесь он во время аварии, короче, у него произошло. Угу. Ну, это как раз тот самый аварийный трап, который использовали при высадке пассажиров, его сложили сюда, в салон. Я приходила сюда осенью прошлого года, и вот эта собачка ко мне ластилась. Иди сюда, смотри, что я тебе принесла. Иди, моя хорошая, иди, иди, иди сюда. Ай, что у меня есть. Какая вкусняшка у меня. А потом мы пойдем смотреть вот этого красавца изнутри. Иди сюда. Да, даже старый кран. Это туалет. Туалет находится в хвосте самолета.
Борт под номером 87-733 был выпущен в 1969 году и через год совершил свой первый полет. До 1980 года эксплуатантом этого самолета было Кировоградское военное авиационное училище. Последующие 4 года Бишкекское авиационное техническое училище гражданской авиации. Ныне Кыргызский авиационный колледж имени Ишимбая Абдраимовича Абдраимова. Кабина пилотов хорошо сохранилась, почти все приборы на месте. Летал самолет всего 14 лет. Это кресло от другого самолета, если не ошибаюсь, от Боинга. Всего было выпущено 1012 самолетов. На сегодняшний день 96 из них летают. Вот первый трехтонный берег. СССР еще. Двигатели с него сняли, только вот этот закрыт, но там, наверное, тоже внутри нет ничего. Есть? То есть мы снимали только Вот тот, да? вот, да. Но его, наверное, уже столько раз разобрали и собрали, что... Не, ну это, да. Ну, в учебный процесс идет же, поэтому... Ну да, вот дырочка. Попасть сюда практически невозможно. Тем это место и уникально, но если сильно захотеть, то все получится.